Привет всем любителям хорошего чтения! Сегодня будет самая необычная подборка книг, которая посвящена Международному женскому дню. Для меня 8 марта в первую очередь день, когда все поздравляют своих мам. И этот обзор будет о самых прекрасных книжных мамах. В описании сегодняшней подборки вы не услышите сведения об авторах и сюжетах. Это будет рассказ только о книжных мамах. И как всегда, с этой подборкой вас познакомят наши читатели. Самая хозяйственная книжная маме Муми-мама. В ее сумке есть все, что может пригодиться. От вязания до порошков, от боли в желудке и теплых носков. Она никогда не теряется в сложных ситуациях, при этом всегда оставаясь доброй и понимающей. Андатор сел на торт? Не страшно, на его вкусе изменение формы навряд ли отразилось. В доме завелись непонятные существа? Нужно срочно отнести им блюдечко теплого молока. Зимние гости съели все запасы, пока Муми-семья отлично спала? Отлично, тогда ничего не испортится. Муми-мама всегда положит теплые брюки в рюкзак и приготовит вкусные бутерброды, когда ее сын снова отправится в путешествие со своим другом Снус-Мумриком. Как всей мамы Муми, мама, несомненно, беспокоится за своего сына, но никогда не ограничивает его в действиях и отпускает исследовать мир. Муми-мама тоже очень любит свою маму и старается ее не расстраивать, всегда надевает теплые носки и не уходит далеко в лес. Еще одна особенность Муми-мамы, она умеет везде устраивать уют, и в плавучем театре, и в пещере прячутся от кометы. Вся семья многочисленных друзей, детей точно не знают, пока мама рядом с ними, не случится ничего страшного. Мама 8 детей. Мама, папа, 8 детей, грузовик. Анна Катарина Вестли. Быть многодетной мамой совсем непросто. Но это не вовсе повод унывать. Самая оптимистичная книжная мама воспитывает в однокомнатной квартире 8 детей. Мартина, Марту, Матса, Мону, Мили, Мину и малышку Мартену. Членом семьи считают и папин грузовик, который наравне со всеми помогает справляться с жизненными трудностями, и собака по имени Самоварная труба. Мама 8 детей – очень серьезная мама, ведь 8 детей требуют много внимания и заботы. Мне очень помогают старшие дети, они смотрят за младшими, пока папа зарабатывает деньги на своем грузовике. Но с детьми постоянно происходят какие-то забавные приключения, которые описаны в книге. Читать эту историю вы быстро выучите именно всех детей, но вот мама, папа и бабушка так и остаются для читателей безымянными. Мне кажется, писательница сделала это специально. Для 8 детей и для всех окружающих они остаются самыми главными взрослыми. Я считаю, что показательным этим эпизод, когда папа уехал в командировку, оставив детей вместе с мамой и бабушкой зимой в частном доме. Мама пошла за водой к колодцу, подскользнулась и повредила ногу. Бабушка и дети решили, что они со всеми домашними делами справятся сами. И внезапно оказалось, что у мамы очень много дел. Все члены семьи распределили мамины обязанности между собой. Кто-то готовил еду, кто-то смотрел за Мартеном, но за водой ходили вместе. Кто-то мыл полы. Все вместе они справились, и мама быстро выздоровела. Но их было целых 10 человек, а мама всю работу делала одна. Мама Эмили, Альма, это одна из самых терпеливых книжных мам. Вся история про Эмили – это дневники его мамы, которые написаны с огромной любовью к своему сыну и тревогой за его будущее. Мама Эмили – домохозяйка, знающая множество различных рецептов. Записи поступков сына она ведет в специальных тетрадях, для которых уже нет места в ящиках стола. Пишет она с множеством орфографических ошибок, но это не мешает ей быть лучшей мамой в округе. Особенно ей удается кровяная колбаса, любимое блюдо Эмили. Эмиль очень много проказничает, попадает в разные переделки, иногда с риском для здоровья. Однажды он засунул голову в супницу, поднял сестренку Иду вместо флага на флагшток. Но мама всегда остается терпеливой к сыну, ведь он очень хороший и добрый мальчик, и его проказы никогда не носили злого умысла.
Мама Альма прощала своему сыну все шалости и смогла воспитать смелым и храбрым мальчиком, таким, каким мы видим его в последней главе, когда он отправился в метель спасать своего друга Альфреда.